بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية. Уроки арабского языка. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые друзья, сегодня мы рассмотрим опять же 13 урок, вторую часть 13 урока первого тома мединского курса. Речь пойдет об указательных местоимениях дальнего расстояния. Итак, приступаем к нашему уроку. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 13 урок, вторая часть первого тома мединского курса. В первой части мы проходили указательные имена для близкого расстояния, асмауль ишарати лиль кариб. На нашем видеоуроке во второй части мы рассмотрим указательные местоимения дальнего расстояния. Ха-уляи ихвати ва уляика астыкаи. Ха-уляи эти, ихвати мои братья, ва уляика а те, астыкаи мои друзья. Ха-уляи это исмуль ишарати лиль кариб, то есть указательное имя для близкого расстояния. Уляика – это указательное имя для дальнего расстояния, для мужского рода и для женского рода. Ман уляика ар-риджалю ат-тивалю. Кто те высокие мужчины? Гум ат-тибау мин Америка. Гум – это местоимение мужского рода для множественного числа. От 3 человек, от 3 лиц и больше, они аттибау, табибун врач, аттибау врачи. Мин Америка из Америки. Ман уляика ан-нисау. Кто те женщины? Гунна, гунна они, уммахату ат-талибати. Изофетная связка. Они матеря ат-талибати студенток. Уммун мать в единственном числе, уммахат множественное число. Гунна они это женщины, женский род множественного числа от 3 лиц и более. Гум для мужского рода они, а гунна это они для женщин. Аба уттуллаб отцы студентов, айндаль мудири у директора, возле директора. Уляика нисау халатуки я Марьям. Я Марьям, о Марьям. Это первая частица, алиф с хамзой, это вопросительная. Те женщины, твои тети, о Марьям. Ла гунна аммати. Нет, они мои тетя, но со стороны отца, по отцовской линии. Халятун – это тетя со стороны матери. Халятун – множественное число. Халятун – тетя по материнской линии, а халятун – тети по материнской линии, но множественное число. Амматун. Амматун – это тетя по отцовской линии. Амматун – множественное число тети по отцовской линии. Аммати – вот это я показывает принадлежность, то есть мои тети по линии отца. Ха-уляи аттиббау – эти врачи. Ва-уляика – а те мухандисуна – инженеры. Ха-уляи ар-риджалю – эти мужчины, фукарау – бедные, ва уляика агнияу – а те богатые. Уляика туллабу – те студенты, ды'афун – слабые. Ман уляика ар-риджаль – кто те мужчины? Гум вузарау – они. Вазир – это министр, узарау – министры. В первом задании
حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى الجمع مع تغيير ما يلزم. То есть в первом задании, обратите внимание, у нас дается даже на примере, то есть нужно заменить ذلك во множественное число. ذلك, то есть здесь у нас ذلك الرجل является подлежащим, мударрис является сказуемым. То есть нужно подлежащее заменить на множественное число. ذلك الرجل, тот мужчина, мударрис, преподаватель. Уляика الرجال, те мужчины, мударрисуна, преподаватели. То есть мы ذلك الرجل заменили на уляика الرجال. То есть единственное число поменяли на множественное число. Ман ذلك الفتى, кто? Тот парень, юноша. ذلك будет меняем, здесь оставляем ман. Все так же, только ذلك меняем на уляика. ذلك переводится тот, то есть это указательное имя для дальнего расстояния, но мужского рода. А уляика это указательное имя для дальнего расстояния можно использовать как и для женского рода, так и для мужского рода. Получается здесь в первом задании ман ذلك الفتى превращаем ман уляика الفتية. Фата парень, парни, юноша будет аль-фитьяту. То есть фатан заменили на фитья, а указательное имя далика заменили на уляика. Во втором задании ман далика аль-мударрис нужно сказать ман уляика мин айна далика аль-мударрис нужно сказать мин айна уляика аль-мударрисуна. То есть слово мударрис меняем на мударрисуна, далика меняем на уляика. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 предложений. Рассмотрим готовое домашнее задание с готовыми ответами. Допустим, ман хазаль валаду ат-тауиль. Кто этот ребенок высокого роста? Нужно сказать, кто эти дети. Аль-ауляд – ребенок. Аль-валад – единственное слово ребенок, а аль-ауляд будет дети. Соответственно, тауиль превращаем ат-тиваль. Допустим, ман тилька аль-мар'ату. Тилька аль-мар'ату умму талиба. Та женщина – мать студентки. Те женщины – матеря студенток. Уляика нисау уммахату талибат. Тилька аль-мар'ату умму талибат. Уляика нисау уммахату талибат. Во втором задании أشر إلى الأسماء الآتية باسم إشارة للبعيد. То есть в каждом предложении нужно расставить эти указательные имена для дальнего расстояния. Мы знаем, ذلك переводится как тот для дальнего расстояния, но мужского рода. Тилька тоже для дальнего расстояния, но для женского рода переводится как та. Уляика переводится те для обеих родов, мужского и женского, но для множественного числа. Далика тилька используется для единственного числа. Первое. Смотрим. Слово талибун является мужского рода. Нельзя сказать тилька. Тилька, потому что используется для женского рода. Уляика должно имя быть во множественном числе. Поэтому вариант остается только первый. Далика талибун. Далика талибун. Второе. Туджарун. Обратите. Таджрун. Бизнесмен, торговец. Туджарун. Торговцы. Нужно сказать уляика туджарун.
Уляика туджарун. Третье. Мударрисатун, преподаватели, женщины. Уляика мударрисатун. Тилька табибатун джадидатун. Тилька та, табибатун врач, джадидатун новый, та новый врач. Уммахату талибат, уляика уммахату талибат. Шестое. Абау туллаб. Нужно сказать уляика, те отцы студентов. Уляика абау туллаб. И до 11 упражнения. В третьем задании нужно дать множественное число следующих имен. Слово уммун будет мать, мама. Нужно сказать матери. Уммахатун. Абун отец. Нужно сказать отцы. Абаун. Имраатун женщина. Нисаун. Амматун будет амматун. Даифун диафун. Вазирун министр. Множество будет вузарау. Исмун и асмаун. Уммун уммахатун. Абун абаун. Имраатун нисаун. Амматун амматун. В четвертом задании нужно просто прочитать и переписать. Икра вактуб. Асдикау – друзья. Агнияу – богатые. Акуяу – сильные. Атиббау – доктора, врачи. Фукарау – бедные. Зумаляу – одноклассники. Вузарау – министры. Улямау – ученые. В этом таблице даются указатели имена для близкого расстояния. Для единственного числа будет «залика» или же «тилька». «Залика» для мужского рода аль-мудаккар, а «тилька» используется для женского рода. «Залика» талиб переводится как «тот студент», а «тилька» талибатун – «та студентка». «Уляика» используется для множественного числа, для обеих родов, что и для «мудаккар» для мужского рода, что и для аль-муаннаф для женского рода. Переводится как те студенты, те студентки. Уляйка туллаб, уляйка талибат. И здесь дается глагол прошедшего времени от третьего лица единственного числа. Мухаммед отправился. Мухаммед захаба. Если женский род, то нужно сказать Марьяму захабат. То есть добавляется та мафтуха. Для мужского рода от трех лиц и более нужно сказать захабу. То есть добавляется вау и элиф. Мухаммад ва Хамид ва Али захабу. Мухаммад, Хамид и Али отправились. Марьям ва Амина ва Фатима захабна. Женский род отправились, они женщины будут захабна. Они мужчины отправились от трех лиц и более будет захабу. Она отправилась будет захабат. Он отправился будет захаба. Аль-калиматуль джадида. Здесь даются новые слова. Даифун, как слабый, или же даифатун, слабая. Диафун. Уммун, уммахатун, мама. Абун, отец, множество число. Абаун. Кауиюн, сильный, сильные. Акуяу. Алимун, ученый. Улямау, ученые. На этом урок подошел к концу. Ва ахру да'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.